Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. 90 лет на страже безопасности. Сотрудники ветераны Госавтоинспекции Чеченской Республики отметили 90-летие со дня образования службы. Торжественное мероприятие посетил Рамзан Кадыров. Очередная партия техники для передовой. 34 внедорожника пополнят автопарк подразделений, выполняющих боевые задачи. Автотранспорт осмотрел глава региона. Навстречу будущей профессии. Я уже подала все свои документы. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова стартовала приемная комиссия. Пятница – дар и благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаз в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди богослов Магомед Саралиев напомнил верующим о том, что человеку присуще совершение ошибок, однако именно искреннее покаяние и возвращение к Всевышнему становятся причиной облегчения и защиты от новых испытаний. ليرمي بوسناخ سيديري حلقة دش شو جويسيت داس الله ديلا خيررت الله ديلي ديرزرت سو الله ديلي جيشتر دي خرت سو الله ديلي توب درت دال الله جل جلاله شي قرآن شاه هي ديلت إيمان دلين خلب البوسناخ خير لا شيخ كرمة دي الزرية شو دل مالوي البوسن نشتلش بيه كيش آية شاه باعته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هي مؤمن شو مسوق إنوش ليتوش دوشون شيك توب در ديخلش شيك جيش در ديخلش شو إنوش ميل دق لرخا أشين توب أدين شو ضحكه دولة أش جيش در ديخ عشيقة شاشون جيش دير دوشون شيخ كيرش خلو شيلي دقويسو الله دال توب دين ضحكه والخلو لي دقويسو الله دال شيلي داقز وخلو شواتي الله ديل أتلي دو قلتين شواتي داقز وشواتي إز قلتين شواتي إز ضحكه توالا داقز وشو إزباه ديل إسنو صلى الله عليه وسلم تو الله دال باهويك هي سلي حقين واش ميل دقلرخ هر له düzün حقين واش خلرخ استيقل حلقات شوت حقين واش خلرخ صوت احشي جشتر ديخه هي وزن ديل سو جش ديل الا شاخ جش ديل لهون. В зону проведения специальной военной операции направили очередную партию техники. 34 автомобиля марки УАЗ повышенной проходимости отечественного производства передал Республиканский оперативный штаб по проведению СВО под руководством председателя правительства Магомеда Даудова. Закуплены при финансовой помощи регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Автотранспорт осмотрел и оценил руководитель субъекта. Транспортные средства предназначены для перевозки личного состава, доставки грузов, эвакуации и работы в условиях бездорожья на линии соприкосновения. Благодаря своей проходимости они активно используются в полевых условиях. О высокой эффективности данного вида транспорта на линии фронта отозвался и командир 270-го мотострелкового полка Ахмат Кавказ Хусейн Межиев. Подобная поддержка со стороны региональных властей осуществляется на регулярной основе. جيت نبرمنا وجين هبوط عيوش ويسوق العيول اللي جاني يمين رفت الترانسبورت يدوقنا هو أزل سبيس تكنيك يوتيوب تيجي اليوم ود بيشلا تكنيك عيد نقع درونش اف بي درونش مافيك دو لين عدال مورا بيونا ووش تلع الفند الغاز وطلب البلد تنكيجلا عيول ومحكنا ما نسلون دين عبو سيديونا سار جعد عجدو بيرش ديونا وركل ديريز وقل تخل تكنيكا ديونا تقاس مشغول بقى يمنا هذا ترمي ولو واسك فقط شو على كل تقسم خلوما تعيا يزك سيا يزك ديونا يمنا تيا عشيتا مني بتسوق كشوش واش وفندي على تغنى ريتس تشتري يو حياته ده ساوين ده دقلات شو مندير
عودي وخزوق كل بيرش إيمن تيجي عبول كمان ديرش تكنيك ألجا كتحب كتكنيك ما يتعارش إيمن هري يتعارش ولا حسين بوغان حتى كان يجي دايما شوف تقول يشتغل بوغان دايما كرسنا يشتغل هو في الفلوس كهذا استجارزم ده سريعهم ده ها برضو لبوه من يشك إيمن بوغان سامن يبغى مشروع نينك قال ترجع حوش ما هو سوى ده أنا شو إيمن منو تكنيك فندق كتاب ساعة لا والله إنسان وصل هذا الزمان يشتغل شيء هو يشتغل ما على الأستاذ الروكي تقول شو ترى نيشوا شيء نقول أيوة صار شوي لوكو يدري بين نشتاق دون أوش تاني جوا دون كم بحاول تطلع تودون أتاسن شنو شنو بركة الله لا دون تعال دون بدل وتشارج دون تعال ملقى دون قال ده كوتش سدين هم دوش دون ده شغال يكشدون حسون شنو بركة ده سلا لا بيعبر كذا ديري سليل يمي ماك ده هذا ما تحكي كده وشاندين أو كون عن ماك ده وتشاخ شاف صلاح عربي ده أنا تبقي وش لك ده أنا دوستم بقول تقدر أن تيجي ده وشاندين أو كمان دير وش ليل ده خد كمان دير أل ده عادي عندي عقيدتنا أعوش دي تردو موسو ما دي أنا موسو نقش جميل دي أشتاق أمتع وكذا أعتبر إذا نادق ولا غازو شنو وش بيركبو حبيركب دو أنا ماك بيركب دو دال سابو دال تقل نلا شو مدير دال سادي أنا ومدور ونقش قومية ويجينش كذا الملا طول من بير خلقايوش من طول من شو سبب زي كل عشية ويات شاش بولج نبرولاني عبرو تشينيس تو من بروني ونيرس نمزاق مانش تاني بس ريسنا إيمن هش نبرولاني كورير وتياش شكل ديوان أترياتش موسو ما ديوان سكها إيمن جراس الموزامة وشازام نشانك جينش تابر بوردينسكي يجين ودين شو ديوان شو موانع شيء دوق مارشل ديوانا شيء بتشير رمزان أحمد تشيلو أش دوش ده يمن شاش دول نبرولاني صح نوخشي شو عيرنا بدرز دلاني صح شاك هرس ود عيول يلجعني اليوم إيه عيال وش نبرد شين يلو زداني مو سيخ خوش يدير بوس بيعد يوم قعيوش مسود يوم كمان ديرشنا بدرز دلانيشنا بركل هنا شاش رمزان أحمد عم بديتر سان وصل وش يري تر ديونا إيش ديون ديك زي يوم شلون بدرز دلانيش هاي وقش ديون هكذا كايد يوم لا سايقين بقولين بقولين إيش خنيس بوشلاتش شو بعتيتها وحلي سبلنش إتشوا دعوا لاتش وين بريجاد شو بطلون شو على شو شروط ماكسيموم ستورن أريخ وجه ونحن نكب بيش كل شو إس حلي سبوغ بلندش بوشبر صار وندو سبب لأني يوم شيء نسبة شبعتي وشين ويتحل يعني شو لو ديك كايا ديك كاتو وجه ناريخ ونحن نكب بيش بو إسا ولا يقينش كيم لك نص أول بيهو توش ونيس من ده هو زين ده كل وساو Сотрудники госавтоинспекции отмечают знаменательную дату – 90-летие со дня образования службы. Торжественное мероприятие прошло в Грозном с участием Рамзана Кадырова, который поздравил личный состав, отметил вклад сотрудников в обеспечение безопасности на дорогах и вручил государственные награды. Обо всем по порядку в сюжете Медины Мударовой. Уже у входа гостей встречает выставка из 12 служебных автомобилей, 7 единиц Toyota Camry, 3 машины Toyota Corolla и 2 Мерседеса. Особый интерес вызывает представленная рядом уникальная экспозиция советских патрульных машин, на которых инспекторы ГАИ несли службу еще в советские времена. Транспорт осмотрел глава Чеченской Республики. В фойе Дворца торжеств развернулась фотогалерея. На снимках запечатлены рабочие моменты инспекторов еще со времен Чечено-Ингушской ССР. С тех пор методы работы и технологии изменились кардинально, но главная цель осталась неизменной – обеспечение безопасности.
погибший валится, шеит азербай машина отчет. Хинца вая 500 чем-то тысяч машин транспорт оформить. А вая он уже погибший где-то 15-16 человек за полгода. Дядя технически оснащенность хлорбандош, транспорт хлорбандош. А уже ваш создать ездят валянча. Viene parte di Ja, det var så bara kit ja. Det vet så då. فضل شد حشي دون ترانسبورت دون ده حد عدول جندوغا مو يرى حشي تغلج دينا حشي دون او ديك ترانسبورت دي رو ديك مش ناس شوي ريجيون شكا بس كفو على اسطنبول براسي على شيء تريد تشتغل هذا موسكو كيري سوشيال حياه هذا سيريس بما спасибо отношения с транспортом. А вот уже 100%. 24 часа в сутки на страже. Это день – символ неустанной и героической службы, направленной на защиту человеческой жизни. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают порядок и безопасность на дорогах республики круглосуточно, вне зависимости от погодных условий и времени года. Они контролируют соблюдение правил дорожного движения и первыми приходят на помощь в экстренных ситуациях. 90-летний юбилей ведомства – это не просто праздничная дата, а подтверждение высокого профессионализма и ответственности каждого, кто ежедневно заступает на этот пост. 90 лет со дня образования ГАИ ГИБДД России. Собравшихся с этим событием поздравил министр внутренних дел по субъекту Аслан Ирасханов. Он рассказал о том, насколько важен труд людей, находящихся на ежедневных постах. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые руководители и сотрудники госавтоинспекции, поздравляю вас с профессиональным праздником 90-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции в системе МВД России. Ваша служба имеет огромное значение в профилактике ДТП, сохранении жизни и здоровья водителя. Рамзан Ахматович, благодаря вашему непосредственному вниманию и контролю за соблюдением, обеспечением безопасности дорожного движения, подразделение ГИБДД МВД по Чеченской Республике является одним из самых лучших в стране. В результате чего растет культура вождения. Ежегодно снижается численность погибших и раненых на дорогах республики. Все перечисленное не стало бы возможным без вашего участия и поддержки регионального общественного фонда имени первого президента, героя России Ахмата Абдулхамидовича Талазват Обалдойцен. За что огромную благодарность выражаю Рамзану Ахматовичу и руководителю фонда Уэмехнин Аймани Нисивни. Далса дойлаш мялилош дек Уамат Аржентиша дюзош дюдум. Валлахи дона üyeş meldolum Рамзан Ахматович, Allah тожду цундер результат гушу делрез халкон юлда кадон далси до кадон. Уважаемые руководители и сотрудники госавтоинспекции, в этот торжественный день желаю вам спокойствия на дорогах, крепкого здоровья и дальнейший успех в служебной деятельности. Далде алдоршу дале тубол Рамзан Ахматовича дал мола уама даже нет я де бюси дочь уехал мохлер бешках выгодовал. Ахмад сила Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров в приветственном слове отметил сложность и особую значимость этой службы, подчеркнув исторический вклад первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в становление и развитие госавтоинспекции. Сегодня в регионе изменилась культура вождения, благодаря чему удалось значительно снизить показатели аварийности на дорогах. Руководитель субъекта поблагодарил сотрудников за эффективную работу. Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником. Служба инспектора ГИБДД крайне опасная и сложная. Особенно мы помним начало 2000-х, когда вам приходилось бороться не только с правонарушителями на дорогах, но и с настоящими преступниками. С назначением Ахмата Хаджи Кадырова главой республики ситуация кардинально поменялась, в том числе и на дорогах. За более чем 20 лет изменилась наши дороги, изменилась культура вождения. Возрос имидж службы ГИБДД. В частности, за последние 5 лет в республике удалось снизить количество ДТП и раненых на 40%, а погибших на 50%. Региональное управление находится в пятерке лучших в стране по основным показателям аварийности. Благодарю вас за службу, отличные результаты и за безопасность на дорогах Чеченской Республики. Ради обед кивел да мосугуч молодой дон. Сузамдак да her don, düher don.
сотрудник ГИБДД после Аравелдон, Ядон Формайош, Амад Гюмсидон, Редут Эспюсертодон, Цигадон, Люмсдон, Далде Алуэдон, Цудон, сотрудник Штахитиндон, нет Апидикрист Вешнядон, Кайкуч Машвадон, Дахитин, сотрудник Шичерон, Том Чек Белал, Матрах Сундастон, Хинз Том Чек Беди, Хинз Барахто Ивен Алдон, Отцел Надеж Держух Дастон, Аш и Надеж оправдать Натандона, любой спецподразделение Йолчудон, возможность отряд чужую Адалсон, полностью медицина Хушнах Будайсон, не Адон, первая помощь оказать Ичлон, Аргунядон, больницы Викчин, Хаванат Хайна, первая помощь оказать Дон, сотрудник ГИБДД Инаич, Муин до Отцочодон, качественно Боштон, Иш Навости Будайсон, Идрistон, де резолютин Зундан, Sun Bala Bordos, Ala Saishi Gantuala Tabo, и анчендин дадон, государственный сезон, на уровень выше дон, халая дон, взаимодействие с федеральным дон, структурам дон, ГИБДД России дон, чунчил взаимодействие стая дон, на 100% автотранспорт дон, обеспеченный уешил спецсвязью, уешмел дон, садон, хардуар, уешум дон, бол бишхан дон, сун $10 ночи коми дон. شاسن أروى العوج شو تجندونه نوع حوز مباقارشون شاهد والودا وديتو نعبو إسمشن شالي إداسون إزونه كولتور وجدين يو إداسون أدمين دونه شاسن إثنيت العوج شو تجدون شيء عبوا إسأل تجدون تو ويبي دونه يوتم نعبو دام درزوا إداسون دلع إز يشتغل ديش داتس ويدون Šedon pravil дорожное движение ларцейных дон, законно наказание ходьез дасон, он дачи войдон, лихачиш будасон, машин чехах луч бештон, прокуратуре дон, хаджаж дон, цапра дон, нарушение, шозу нарушение дон, уже тюнга права шая еще дасон, и санги якал цаш дон, да мола дон, я бабеш буал доктиш фузодон. شما слушали дикла школьцы два доктишу да аберти далее то больше массы. Указом главы Чеченской Республики за выдающиеся заслуги перед регионом высшей республиканской награды орденом Кадырова были отмечены 4 высокопоставленных офицера: Хаваж Баудин Янгулбаев, Расул Такуев, Байсангур Эльдарханов и Беслан Сурхаев. Янгулбаев Хаваж Баудин Хаважевич. Полковник полиции, заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике. Такуев Расул Русланович, капитан полиции, командир полка дорожно-патрульной службы госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике. Эльдарханов Байсангур Хасбулатович, старший лейтенант полиции, заместитель начальника отдела управления госавтоинспекции. Сурхаев Беслан Джалаудиевич, подполковник полиции, начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики. Первый президент Амад Аждалазат обл децентния ومسألة بل باشقيق باجمي ور إسحنا أقرأ ولا إسحنا قاش أصحابنا دوختش ترتوجو دار ولا ده الملاقي لكن زاد شقدر دو أردن كدير وبوكتر مرمانات دوق دزلادو سونا مахкана дазаладу. Ряду сотрудников также присвоили почетное звание Нохче Пачхалхан Конах. Кроме того, отличившиеся инспекторы были удостоены медали за заслуги перед Чеченской Республикой и защитнику Чеченской Республики, а также отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы региона. Умадгириеву Тамерлану Абдулаевичу, майору полиции, заместителю начальника управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике. Такаеву Рамзану Магомедовичу, подполковнику полиции, начальнику отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике. В
В знак особого уважения и признательности за всестороннюю поддержку ведомства начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике Идрис Черхигов вручил Рамзану Кадырову памятную юбилейную медаль. В связи с празднованием 90-летия со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерство внутренних дел Российской Федерации награждается памятной юбилейной медалью 90 лет ГИБДД МВД России Кадыров Рамзан Ахматович, генерал-полковник, глава Чеченской Республики. Памятной юбилейной медалью 90 лет ГИБДД МВД России был также награжден секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. В свою очередь, Адам Кадыров также вручил государственные награды ряду наиболее отличившихся сотрудников госавтоинспекции за успехи в оперативно-служебной деятельности. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Хабатов Аслан Алхазырович, подполковник полиции, начальник отдела госавтоинспекции отдела МВД России по Натеричному району. В этот день ведомственными наградами были отмечены и другие отличившиеся сотрудники. Все они трудятся как единый механизм, направленный на защиту людей за рулем. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе награждены медалью МВД России за доблесть в службе капитан полиции Такуев Расул Русланович, командир полка дорожно-патрульной службы. В своем выступлении Идрис Черхигов подчеркнул, что после 2 военных кампаний в республике пришлось заново оттачивать систему государственности и возвращать людям чувство безопасности. Он отметил неоценимый вклад Ахмата Хаджи Кадырова в возрождение ведомства. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие коллеги и гости. 3 июля 1936 года – особая дата. Именно тогда было подписано постановление о создании ГАИ. Это решение навсегда изменило подход к порядку на дорогах. Сегодня наша госавтоинспекция 90 лет. В первую очередь поздравляю с юбилеем главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также всех сотрудников ветеранов службы. После 2 страшных войн нам пришлось отстраивать не только дома, необходимо было вернуть людям чувство защищенности и восстановить правоохранительные органы. Именно это и сделал наш первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он взял курс на установление законности и правопорядка в Чечне. Под его личным контролем с нуля возродилась госавтоинспекция. С этого момента началась наша ежедневная работа по установлению безопасности на дорогах республики и возрождению культуры вождения. Но кроме того, сотрудники ГАИ участвовали и в противодействии террористам, действовавшим на территории региона. Мы гордимся нашими героями, отдавшими свои жизни в этой борьбе. Сегодня флаг мира, законности и спокойствия, поднятый Ахмат Хаджи Кадыровым, достойно несет наш лидер Рамзан Ахматович Кадыров. Благодаря его жесткой политической воле и огромному вниманию к безопасности, наша госинспекция стала одной из самых оснащенных в стране. Он лично держит руку на пульсе, и это чувствует каждый житель республики. Поэтому мы видим настолько положительные отзывы о ГАИ региона как от жителей, так и от гостей республики. Десятилетиями сотрудники ГАИ выполняют сложнейшую работу. Итог тысячи спасенных жизней и уменьшение количества ТП. Огромный вклад носит и президент фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Айман Нисина. Благодаря фонду обновляется автопарк ГАИ, закупается современная техника. А главное, фонд постоянно помогает семьям погибших и раненых сотрудников. Сердечное спасибо за эту поддержку. Также выражаю благодарность Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения в лице начальника главки генерал-лейтенанта полиции Михаила Юрьевича Черникова за внимание и помощь в решении задач по обеспечению безопасности дорог республики. Дорогие друзья, в этот день желаю вам здоровья, семейного тепла, счастья и успешной службы во благо нашей Родины. Рамзан Ахматович, любое время, погодные условия, время суток, любое поручение, любой приказ. Ахмат! Такбир! Ахмат, сила! Программу праздника украсили юные гости. Дети подготовили трогательную сценку о работе сотрудников госавтоинспекции. Завершилось торжество выступлением звезд чеченской эстрады. В качестве музыкального подарка для сотрудников и ветеранов службы прозвучала композиция «Ахмат Хаджи» в исполнении народной артистки Чеченской Республики Радимы Хаджимурадовой.
Защищать интересы Отечества и обеспечивать безопасность граждан – эта миссия остается неизменной для каждого сотрудника ГАИ уже почти столетие. Юбилей еще раз подчеркнул, на этой службе нет случайных людей. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Сайтели Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел в Грозном очередную благотворительную акцию. Продовольственные наборы получили нуждающиеся семьи. В состав вошли картофель, мука, сахар, макароны, печенье и другие продукты. Горожане выразили искреннюю благодарность главе и президенту фонда Аймане Несиевне за постоянную заботу и помощь. Commercial Allah dal duqyeznyo. Commercial liti todaq shdorjol saganti balan jgaygan shduqtu del yugzlo dayaq qatsagno berkat edahtu nahan gerga ür bizam tosso ishta shiqaman shasagat yashghalar yeter iqam shin diz shghalar yeter way pachwa shikoma shghalar yeter daq sagan shdu vazi silawaj Allah dalatun ishqobul dal. Для тысяч выпускников начинается новый этап – выбор будущей профессии. В Чеченском государственном университете стартовала приемная кампания. С первого дня работы приемной комиссии будущие студенты активно подают документы, выбирают направление подготовки и получают консультации специалистов. Как проходит прием абитуриентов и какие возможности предлагает один из ведущих вузов республики, расскажет Мадина Кураева. С первых часов работы приемной комиссии здесь многолюдно. Будущие студенты подают документы, консультируются по вопросам поступления, знакомятся с направлениями подготовки и условиями обучения. Сотрудники университета помогают каждому абитуриенту правильно оформить заявление и выбрать образовательную программу. Приемная кампания Чеченского госуниверситета имени Ахмада Абдухамидовича Кадырова начала свою работу 20 июня. Работает с понедельника по субботы с 9 до 18:00. Технические секретари принимают документы на высшее образование 13 технических секретарей и по программам среднего профессионального образования 5 технических секретарей. На сегодняшний день на высшее образование подано более 2000 документов и на среднее профессиональное образование, СПО, колледжи подано более 500. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова ежегодно принимает тысячи студентов, предлагая широкий выбор образовательных программ и современные условия для обучения. В рамках нынешней приемной кампании в ВУЗе предусмотрено свыше 3900 бюджетных мест, включая и среднее профессиональное образование. Безусловно, университет ежегодно обновляет пакет образовательных программ. И в этом году открыты новые образовательные программы. Наиболее популярные среди студентов – это, конечно, направление подготовки и специальности медицинского кластера. Это стоматология, лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело в этом году осуществляет набор специальностей. Это традиционная юриспруденция, экономика и, конечно, последние годы большой популярностью пользуется направление подготовки IT. Это бизнес-информатика, это программная инженерия, это системы связи коммуникации, это прикладная математика и информатика. Также в этом году у нас ведется набор на новые специальности среднего профессионального образования. Они будут реализовываться в профессиональном колледже, который открыт в прошлом году решением ученого совета нашего университета. Среди тех, кто делает свой первый шаг к будущей профессии, Фариза Апаева. Выпускница уверена в своем выборе и уже подала документы на медицинское направление. Говорит, желание помогать людям появилось давно, а обучение в ЧГУ считает лучшим стартом для этого. Я выбрала поступить в ЧГУ, потому что тут есть медицинский институт. Так как я хотела стать врачом еще с юных лет, я уже подала все свои документы, теперь осталось ждать. Учеба в медицинском институте будет сложно, но я готова усердно работать и не отпускать руки при трудностях. Именно здесь начинается путь будущих врачей, педагогов, юристов, инженеров, журналистов и представителей десятков других профессий. Для подачи документов абитуриентам необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, документы об образовании и 6 фотографий размером 3 на 4 сантиметра. После этого останется лишь пройти все этапы приемной кампании и дождаться
дождаться результатов конкурсного отбора. Приемная кампания только набирает обороты. За время ее работы тысячи выпускников смогут выбрать направление подготовки, пройти все этапы поступления и стать частью одного из крупнейших вузов республики. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Торговые представители России в Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Саудовской Аравии и Малайзии продолжают знакомство с промышленным потенциалом субъекта. В рамках программы стажировки недели торговых представителей они посетили предприятия Ист-Казбек и Чечен-Цемент, где ознакомились с производственными мощностями и экспортными возможностями региона. На производственных площадках гостям представили технологические процессы и перспективы развития предприятий. Стоит отметить, что подобные встречи позволяют региональным предприятиям установить новые деловые контакты и обсудить перспективы выхода на внешние рынки. Видно, что город очень активно развивается. В хорошем смысле такая одна сплошная стройка, но чистота при этом феноменальна. Это, конечно, большая заслуга руководства республики. Теперь непосредственно по предприятиям, которые мы сегодня посетили. Вот нам показали два предприятия из сельскохозяйственной отрасли. По стройматериалам я вижу большие перспективы по поставкам той продукции строительной отрасли, которая в Чеченской Республике производится, для поставок в Узбекистан, который тоже на самом деле активно строится. Поэтому все, что связано с поставкой строительных материалов, это чрезвычайно востребовано. Мы контактами обменялись. Я уверен, что мы точечно проговорим, обсудим, может быть, конкретные шаги, как тому или иному предприятию выходить на узбекский рынок. Провести лето с пользой, получить новые знания и попробовать себя в разных профессиях. Такие возможности открывает летняя площадка образовательного центра «Квант». Занятия помогают ребятам раскрыть свои способности и определиться с будущим. Какие навыки приобретают школьники и почему такие смены становятся для них стартом в будущее в нашем следующем сюжете. Каждый день для участников насыщен занятиями, мастер-классами и творческими проектами. Образовательная программа построена таким образом, чтобы дети не только получали новые знания, но и учились применять их на практике. Когда вот все лежит, ничего не делать, нам кажется, вот карандаш ничего не делает, значит, такого тоже не бывает. Я записался на Energy Quantum летом, и мне тут очень нравится. Я нашел тут друзей, и мне нравится урок физики. Одним из самых популярных направлений летней площадки стала юная редакция. Здесь школьники пробуют себя в роли журналистов, операторов и ведущих. Учатся писать материалы, создавать собственные газеты, снимать социальные ролики, брать интервью и работать в команде. Такие занятия помогают ребятам развивать творческие способности, навыки общения и уверенно осваивать основы медиапрофессии. Я учусь быть журналистом. Здесь на летней площадке мы учимся снимать на телефон, брать интервью и писать статьи. Мне нравится, что здесь можно пробовать новое и не бояться ошибок. Самое главное, они учатся формировать свое мнение, его высказывать, создавать из этого текст, они могут создавать из этого репортаж. Также мы выезжаем на разные мероприятия, в разные исторические достопримечательности, музеи, где дети учатся насмотренности, где они учатся уже снимать все эти репортажи вне зоны своей комфорта, вне зоны кабинета. В «Кванте» отмечают, что подобные летние смены становятся важной частью системы дополнительного образования. Многие школьники, впервые познакомившись с направлениями центра именно летом, впоследствии продолжают обучение в течение учебного года, принимают участие в конкурсах, олимпиадах и научно-технических проектах различного уровня. Сегодня «Квант» — это пространство, где школьники могут не только интересно провести летние каникулы, но и познакомиться с современными технологиями, попробовать себя в роли исследователей, инженеров и программистов. Главное, здесь каждый ребенок получает возможность раскрыть свои способности в комфортной и творческой атмосфере. Дани Хамидов, Магомед Азармаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.